Представитель норвежского Хельсинского комитета считает адресные санкции эффективным способом в борьбе за права человека в Таджикистане. Два ведущих мировых банка прогнозируют замедление роста экономики Таджикистана в текущем году. Турция поставит на вооружение первый в мире авианосец для боевых беспилотников. Мариус Фосом, региональный представитель норвежского Хельсинского комитета в Центральной Азии, который предложил ввести адресные санкции к таджикским чиновникам, считает, что адресные санкции, если будут введены серьезно, будут немалоэффективным способом в борьбе за права человека и против безнаказанности в Таджикистане. Ранее он на своей странице в Твиттере обвинил власти Таджикистана в высмеивании правосудия и верховенства права. Поскольку таджикские власти высмеивают правосудие и верховенство права, необходимы международные механизмы, такие как адресные санкции для привлечения виновных к ответственности, написал он. На вопрос сайта «Поем» о том, что если санкции все-таки будут введены, насколько будут способствовать наказанию чиновников и смягчению политики режима в Таджикистане наряду с правами и свободами человека. Фосом ответил, что как раз адресные санкции хоть в какой-то степени могут привести к ответственности виновных в пытках, политическом заключении и так далее. Известно, что коррумпированные таджикские чиновники воруют, присваивают и выкачивают деньги народа, считает представитель норвежского Хельсинского комитета. Еще часто мотивом злоупотребления властью является финансовая выгода, а своим богатством коррумпированные чиновники наслаждаются не только в Таджикистане. Конечно, гуляют в Нью-Йорке, путешествуют по Европе, получают образование в элитных западных университетах, хранят свои средства на офшорных счетах, инвестируют в недвижимость в Европе и так далее и тому подобное. Как раз американские и европейские законы касательно санкций позволяют США и ЕС заморозить активы лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, и также ввести запрет на выдачу им виз. Ссылаясь на все, что я сейчас перечислил, я считаю, что адресные санкции, если будут введены серьезно, будут немалоэффективным способом в борьбе за права человека и против безнаказанности в Таджикистане. Мариус Фосом говорит, что список преступлений таджикских властей очень длинный. За последние годы власти посадили в тюрьмы сотни политических оппонентов, а также журналистов и даже адвокатов. Были случаи похищения людей и внесудебных казней, то есть убийства. Пытки – это регулярное явление в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Свобода слова уничтожена в республике. Однако за все эти преступления чиновники так и не привлечены к ответственности. Чиновники могут спокойно совершить грубейшее нарушение прав человека, зная, что за это их никто наказывать не будет. По словам представителя норвежского Хельсинского комитета, внутренние механизмы не в состоянии привлечь виновных в грубейших правонарушениях к ответственности. Таджикская судебная система сегодня, к несчастью, контролируется властями, поэтому стоит посмотреть на международные механизмы, утверждает Фосум. Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Таджикистана в текущем году до 5% с 8% в минувшем году. Связывается это с уменьшением притока денежных переводов, что, как ожидается, приведет к сокращению частного потребления. В 2022 году экономика Таджикистана выросла на 8%, чему способствовал значительный приток денежных переводов, составляющих более трети ВВП, в основном из России, говорится в новом докладе Всемирного банка «Слабый рост, высокая инфляция и кризис стоимости жизни». По оценкам авторов доклада, перспективы Таджикистана сопряжены со значительными рисками ухудшения. Обладатели двойного таджикского и российского гражданства по-прежнему подвержены повышенному риску военной мобилизации в России, что может спровоцировать возвращение мигрантов и большую потребность в социальной помощи, отмечают они. В докладе подчеркивается, что модель роста экономики Таджикистана основана на добыче и экспорте природных ресурсов, а также на значительных денежных переводах мигрантов из России. В то время в апрельском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития говорится, что экономика Таджикистана продолжает демонстрировать признаки замедления роста, а инфляция ускорилась в феврале. В обзоре отмечается, что в феврале этого года рост экономики республики продолжил постепенное замедление, но остается на повышенном уровне. Согласно прогнозу ЯБР, в текущем году рост ВВП Таджикистана составит 6,5%.
Замедление по сравнению с 8% за 2022 год ожидается из-за завершения постпандемического восстановления экономики, а также уменьшения объема поступающих в Таджикистан денежных переводов по сравнению с 2022 годом, поясняют аналитики ЯБР. Турция поставит на вооружение первый в мире авианосец для боевых беспилотников ТСГ «Анадолу». Сегодня, 10 апреля, в церемонии передачи авианосца вооруженные силы примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает цифровой офис президента Турции в твиттер-аккаунте. Судно является универсальным десантным кораблем, который может действовать как легкий авианосец. На палубе может размещаться 10 вертолетов и 11 беспилотников. Емкость ангара составляет 19 вертолетов и 30 беспилотников. Сейчас на палубе уже размещены беспилотники компании «Байкар-Макина», «Байрактар ТВ-3» и «Кизиль-Эльма», а также боевой вертолет «Супер Кобра». «Анадолу» был спущен на воду в 2019 году. Приемные испытания закончились летом 2022 года.